Это телеканал «Якутия-24», прямой эфир, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов и Анастасия Кобызева. Смотрите сегодня. Отдых после отдыха. Как восстановить режим и быстро вернуться в рабочий ритм после праздничных выходных. Сюжет из Алдана. Зима не шутит. МЧС Якутии напоминает о безопасности в период сильных морозов. Шаг в будущее. В Якутске открыли 23-ю международную научно-практическую конференцию. Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде. Представители «Газпрома» после запуска сообщили, что все системы работают в штатном режиме. Глава государства поблагодарил сотрудников предприятия за работу и добавил, что подобный проект первый в российской энергетике. До начала эксплуатации этого морского терминала «Газпром» мог поставлять природный газ в Калининградскую область только по газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. А новые терминал и платформа способны полностью обеспечить текущие, а также перспективные потребности региона в природном газе. Что касается других отраслей, то Владимир Путин призвал развивать культуру в регионах. Там же, в Калининграде, президент провел совещание по вопросу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Он напомнил, что уже определены города, где появятся первые такие центры. Это Калининград, Кемерово, Владивосток и Севастополь. Новые культурные центры должны обогащать культурную жизнь регионов, и они должны быть доступны для людей всех возрастов. При этом новые проекты не должны вытеснить уже существующие местные учреждения культуры. В Госдуме рассмотрят новые льготы для получения жилья. Молодые семьи, состоящие из граждан старше 35 лет, также смогут получить возможность приобретать квартиры по льготным ценам. Авторами инициативы выступили глава Думского комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева и первый зампред Комитета безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев. Они напомнили, что сейчас обеспечение молодых семей жильем идет в рамках программы, запланированной до 2025 года. Участником может быть молодая семья, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более ребенка. Кроме этого, в Госдуме разрабатывают законопроект, который избавит должников по ипотечным кредитам от чрезмерной нагрузки. Согласно действующему законодательству, в случае неуплаты гражданами задолженности по ипотеке после соответствующего решения суда, судебные приставы вправе потребовать исполнительный сбор в размере 7% от суммы долга как с заемщика, так и с поручителя. Таким образом, должники оказываются обремененными двойной нагрузкой. Парламентарии предлагают внести поправки в несколько нормативных правовых актов, включая законы, которые исключат двойное и тройное начисление пени. Кроме того, изменения коснутся случаев, когда должники лишаются взятой в ипотеку недвижимости и остаются должны банкам. Стала известна сумма доплаты к материнскому капиталу на Дальнем Востоке. Она составит 130 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В пресс-службе Минтруда страны уточнили, что единовременное пособие при рождении ребенка для Дальнего Востока будет рассчитано, исходя из размера 2 прожиточных минимумов на ребенка в регионе. Материнский капитал в стране сейчас составляет 453 тысячи рублей на Дальнем Востоке, плюс еще 130 тысяч рублей на второго ребенка. В регионах Дальнего Востока, это Якутия, Бурятия, Чукотка и Сахалинская область, пособие на 3-го ребенка будет оплачиваться вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости. Коммунальные платежи повысят в этом году в 2 этапа. Первый уже пройден. 1 января тарифы подняли на 1,7%. Второй наступит 1 июля. Рост составит 2,4%, но он не будет одинаковым для всех. При двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено установить одинаковый индекс. А с 1 июля регионы смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом. Самый низкий предельный индекс 2% установлен для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме обоих этапов не менее 3,7%.
Помимо этого, как известно, с 1 января этого года расчет за обращение с мусором производится не за квадратный метр, а из численности проживающих в жилом помещении. И если ранее начисления шли через управляющую компанию, то теперь для жильцов, к примеру, в Нерюнгри, изъявившим желание уйти на прямые расчеты, начисление будет производить платежный агент Нерюнгринский водоканал. По остальным населенным пунктам в данное время идет договорная работа с энергосбытом. Переход на цифровое вещание будет происходить поэтапно. Ранее аналоговое телевидение планировалось отключить сразу после 12 ночи 31 декабря 2018 года. Но это было решение отменено из-за того, что не все успеют подключить себе цифровое телевидение. Поэтому отключение будет происходить поэтапно с 10 января текущего года. А жителям Ленского района аналоговое телевидение начнут отключать только через полгода. Поступает много звонков о том, что будет отключение аналогового телевидения с 1 января. С 1 января отключения аналогового телевидения на территории республики не будет. Оно произойдет 3 июня. Республиканские все программы сохранятся в течение всего года в аналоговом режиме. Поэтому особого беспокойства сегодня, я думаю, что не должно быть. И спокойно необходимо приобретать специальные приставки, которые позволят населению нашей республики в дальнейшем смотреть уже качественное цифровое телевидение. Традиционно накануне профессионального праздника Дня российской прессы в Якутии подводятся итоги профессионального конкурса среди журналистов. Вердикт выносит специальное жюри при Союзе журналистов в Якутии, и вот названы имена лауреатов по итогам прошлого года. Премию «Золотое перо» получила Жанна Леонтьева, редактор отдела республиканской детской газеты «Кескиль». Премию «Золотой микрофон» получила Руслана Максимова, автор и редактор передачи «Дойдум Кескиля», ведущая и корреспондент информационной программы «Вести Саха». Еще один «Золотой микрофон» среди радиожурналистов получил наш коллега Николай Бестинов, заместитель директора дирекции радиовещания НВК Саха. Полный список победителей и лауреатов конкурса вы видите сейчас на своих экранах. Как восстановить режим и быстро вернуться в рабочий ритм после праздничных выходных? Этот вопрос актуален для многих, кто вышел сегодня на работу и учебу после длительного отдыха. Сбитый режим дня, питание и сбой нормального сна – традиционные последствия январских каникул. Кто и как с этим справляется, какие дают советы, из Алдана передает Татьяна Вахнина. После длительного отдыха нужен отдых. Сбитый ритм, зашлакованный организм, расстройство желудочно-кишечного тракта. Как прийти в себя после праздников? Наибольшую сложность для многих представляет недосыпание. Как-то уж очень быстро мы привыкаем ложиться спать за полночь и вставать ближе к полудню. За несколько дней стою раньше. Как положено уже к рабочему графику пытаюсь привыкнуть. После праздников отдых нужен многим, впрочем, не всем. Семейным людям выходные идут только на пользу. Утренники, прогулки и даже выезды на дачу. Прекрасный отдых для души и тела. На выходных активно катались на горках везде, на лыжной базе мы на лыжах катались, тоже активно. Мне нравится, что люблю на природе проводить время. В этом плане ездили в лес, на Тобук. Особенно радостными январские каникулы выдались для родителей и студентов, а также для тех, у кого родственники проживают в соседнем городе или поселке. Новогодние выходные – отличное время собраться вместе всей семьей. Все собираемся дома, все дома, вся семья. Дети приезжают в гости, справляем праздник. Когда отдых позади, долгим он не кажется, а вот наступившие будни видятся длинными и безрадостными. Определенную проблему является собой так называемая послепраздничная депрессия. Впрочем, справиться с ней удается в первые часы рабочего дня. Стены служебного кабинета в этом отлично помогают. Да, в принципе, с утра уже сразу вышли, народ идет, люди не спят. Все обращаются. С перееданием и сбоем режима сна легче справиться организму тренированному и закаленному, считают спортсмены. Занятия спортом и физическая активность помогают держаться в тонусе и защищают от апатии. В праздничные дни спортзалы, как правило, работают по своему обычному расписанию. Человек привыкает к физической нагрузке, и когда ее нету, они прям болеть начинают. По мнению многих, к наиболее действенным способам возвращения к рабочему ритму относятся прогулки на свежем воздухе, увеличение физических нагрузок и налаживание режима питания. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Сейчас короткая пауза. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Шаг в будущее. В Якутске открыли 23-ю международную научно-практическую конференцию. Добрая спортивная традиция – биться на льду. В Ленске провели традиционный турнир по хоккею. Соревновались мужские и детские команды. Кто стал лучшим в этом году? Зимние забавы на реке Чульман. В Нерюнгри прошли народные гуляния. В Якутске простились с одним из уважаемых журналистов Якутии, писателем, активным общественным деятелем, известным медиа-менеджером, генеральным директором издательского дома «Нордпресс», шеф-редактором газеты «Якутск вечерний» Леонидом Левиным. Леонид Ирмович ушел из жизни 7 января на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. На гражданскую панихиду проводить в последний путь Леонида Левина пришли члены его семьи, коллеги, друзья и первые лица республики. Еще при жизни Леонида Левина считали легендой якутской журналистики, человеком, основавшим в Якутии целую эпоху в этой сфере. Леонид Ирмович родился 9 ноября 1937 года в городе Киев. Окончил Житомирский государственный педагогический институт. Он сотрудничал с прессой еще со студенческих лет. В Якутию он приехал в 1965 году и начал свою карьеру с должности младшего литературного сотрудника газеты «Молодежь Якутии». С 90-х годов он начал организовывать независимые средства массовой информации в Якутии. Создал первую деловую газету «Бизнес-клуб Якутии». Сегодня это издание известно как «Реклама, бизнес, все для вас». Почти 30 лет тому назад, когда я ходил с этой идеей, мне сказали, что единственный человек, который эту идею может поддержать, это Леонид Ирмович Левин, который в 60-е годы создавал, у него был клуб подростков, «Искатель», по-моему, назывался. И он мне поможет. Первые газеты, которые мы начали продавать, это была именно газета «Бизнес-клуб» его, которая впоследствии стала ВДВ. Именно с этой газеты дети начали торговать. И вот так вот на протяжении 30 лет мы дружим с Леонидом Ирмовичем Левиным и с его семьей. Поэтому для меня это, по большому счету, очень большая личная утрата. Леонид Левин также внес личный вклад в развитие полиграфического дела в республике как отрасли бизнеса. Своим успешным опытом как предприниматель и менеджер профессор Левин делился и со студентами. Вообще известно, что он был великолепным менеджером, великолепным журналистом. И, конечно же, нам его будет очень не хватать. И наш профессор останется всегда с нами, потому что и его книги у нас в библиотеке, и его журналы, его газеты. Поэтому студенты, я думаю, будут учиться еще долгое время по его методичкам. Левин – это целая династия журналистов. Супруга Людмила Левина – главный редактор газеты «Она плюс». Сыновья Вячеслав и Кирилл работают в издательском бизнесе. Внучка Ксения также идет по журналистским стопам деда. Стоявший у истоков якутского газетного и рекламного рынков, издательский дом Левиных и по сей день является лидером в этой области. Его газеты высоко оценены профессиональным журналистским сообществом. Накануне Нового года Леонид Ирмович удостоился премии правительства России за принципиальность в отстаивании прав жителей региона на страницах газеты «Якутск вечерний». Но, к сожалению, не успел ее получить лично. Но я хочу выразить единое мнение своих соратников, друзей, всем, с которыми мы в течение 50 лет соприкасались, с талантом, с гением. И другим темам МЧС напоминает о безопасности в период сильных морозов. Советуют, чтобы не замерзнуть, не стоять на одном месте, постоянно двигаться, а собираясь в дорогу, обязательно сообщить родным и близким о маршруте, движении и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения.
Не забудьте при этом взять с собой средства связи, зарядные устройства, аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик, запасной комплект теплой одежды. В пути также не помешает термос с горячим чаем, рекомендуют спасатели. Айсен Николаев объявил о новых кадровых назначениях в правительстве Якутии. Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики назначен Виктор Романов. Заместителем министра образования и науки Якутии Нюргуяна Соколова. В Якутии 790 человек смогут переехать из аварийного жилья в новые квартиры. В 2019 году общая площадь расселенных помещений составит более 14 тысяч квадратных метров. В 2018 году 1099 человек обеспечены жильем по разным госпрограммам, сообщает Министерство строительства Якутии. В том числе 520 детей-сирот, 454 молодых семей, 125 отдельных категорий граждан. В текущем году планируется продолжить финансирование реализации программы обеспечения жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей. Помимо этого, активно пройдут мероприятия по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Планируется в текущем году начало реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Данное направление очень является одним из таких крупных проектов, которые мы начнем реализацию в текущем году. За 6 лет планируется переселение более 60 тысяч человек из аварийного жилья, признанного непригодным для проживания, постоянно на 1 января 2017 года. В Якутске начал работу семинар для экологов-общественников под названием «Возможности участия общественности в снижении экологических рисков развития промышленности в Якутии». Семинар проводят для представителей общественных организаций и общественных инспекторов. Они получат знания о форме и методах работы, которые смогут применять для общественного экологического контроля. Организаторы планируют проводить подобные семинары и в других районах республики. Если вы увидели какое-то природоохранное нарушение, необходимо, конечно, все это оформить так, как это надо. Именно снять это место, указать это место. Очень желательно, конечно, с указанием географических точек местонахождения этого нарушения. И вовремя проинформировать соответствующие структуры в районную или улусную инспекцию охраны природы. Это в первую очередь. Далее у нас в республике есть природоохранная прокуратура. Каждый гражданин не только может, он просто обязан охранять окружающую природную среду. Между тем, Минэкологии Якутии проводит проверку информации, распространяемой в социальных сетях о загрязнении реки Чульма. На место возможного происшествия выехали госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора. В ходе проверки будет проведен осмотр территории, акватории и береговой линии водных объектов рек Чульман, Верхняя Нерюнгринка, Дежневка, а также будут отобраны пробы воды. По результатам лабораторных исследований проб будет принято процессуальное решение. В Якутске открыли 23-ю научно-практическую конференцию «Шаг в будущее». Съехались участники со всех районов республики. Это школьники с 5 по 11 классы. По каким направлениям в этом году представлено больше всего работ, какие интересные проекты и новшества, заметила наш корреспондент Сусанна Рожина. Более 1000 участников принимают участие на 23-й конференции «Шаг в будущее», которая сейчас проходит в Якутске. Со всех уголков Якутии приехали школьники с 5 по 11 классы, чтобы показать все свои работы. Участники республиканской конференции были отобраны по итогам школьных и районных научно-практических соревнований. По словам экспертов, ежегодно растет количество и качество работ. Школьники начинают более углубленно заниматься научно-практической деятельностью. Ну вот отдельный такой вот приз будет, общественного признания. Да? Ну и кроме того, свой специальный приз представит еще компания «Майтона». Вот. А так все ребята, которые будут признаны победителями, призерами, получат рекомендации для участия в различных конференциях российского и международного уровня. В этом году больше всего работ представлено как по гуманитарным, так и по физико-техническим направлениям. Это проект «Робот-исследователь». Он измеряет температуру, влажность и наличие воды через сенсоры. Мы сделали Blink-сервер, при помощи которого можно получать данные на телефон и через телефон управлять им. И
сделали так, чтобы он отправлял данные на сайт, а они хранились на сервере. Но есть уже школьники, которые благодаря своим работам уже зарабатывают себе на карманные расходы. Так, Спартак Ефремов из Горного Улуса уже несколько лет продает свои изделия из конского волоса. В этом году талантливый мальчик изготовил якутский древний календарь. У нас не было якутского календаря. Моя бабушка Ева Варвара Ефимовна, народный мастер, она прочитала в книге, и мы его делали 6 месяцев. От 2016 года до весны 2018. Здесь изображены 12 месяцев. По якутским поверьям, каждый месяц имеет свой узор. Вот я нарисовал свой узор. Отрадно, что школьники уделяют большое внимание именно национальной культуре и традициям. Это отмечают и члены жюри. Победители конференции будут выявлены уже 11 января, и им будут выданы рекомендации для участия в российских и международных конференциях. Сусанна Рожина, Павел Пахомов, Якутск. В Ленске провели турнир по хоккею. Участвовали мужские и детские команды. Приехали участники из города Мирного и поселка Пеледуй. После двухдневной борьбы в финал турнира пробились 2 команды. Кто из них оказался победителем, в сюжете нашего корреспондента Светланы Балеевой. Рождественский турнир по хоккею в Ленске стал уже доброй традицией. Соревнования проходили 3 дня. Свое мастерство владение шайбой показали ленская детская команда «Северный легион» и команда из поселка Пеледуй «Черные ястребы». С первой же игры «Черные ястребы» начали одерживать победу. Удача им сопутствовала на протяжении всего турнира. И ребята практически не оставили ленским хоккеистам шансов на победу. Ястребы, признаются, ехали побеждать. Мы были уверены, что мы победим. Сложная игра была. Защитники, сыграли нормально, мне кажется. У них тоже сильный, особенно Хартюк. Бежал быстро. Трудно было его обыграть, пацанам. Но мы все равно, несмотря на эти трудности, выиграли. Уже не дала спуска своим соперникам взрослая команда «Северный легион». И в финале, куда по итогам 3-дневной игры они выбились вместе с командой города Мирного, легионеры обыграли соперников со счетом 8-1. Мирнинские хоккеисты рассказывают, что игра была сложной. Ленская команда оказалась сильным соперником. Команда Ленская усиливается от года, становится сильнее. У нас команда приехала, это не сборный город, это клуб любителей хоккея. У нас тут и более возрастные в составе ребята, и молодежь вместе. Команда Ленская очень хорошая командочка. Мы не первый раз встречаемся, но такой результат можно сказать, что впервые. Молодцы, здорово отыграли. Также Фидель признается, что в игре было создано достаточно моментов, чтобы не проиграть, но у команды не получилось ими воспользоваться. И где-то, конечно, не хватает в игре реализации, то есть моментов-то было создано достаточно, чтобы не проиграть. Сами виноваты, не забили. В хоккее такое бывает. Иногда бывает, что все залетает, а иногда не залетает. Победители ликовали. Впервые Северному легиону удалось на Ленском корте, да еще с таким отрывом, обыграть своих главных соперников. Сегодня мы победили со счетом 8-1. Очень старались, выкладывались по полной. У нас все получилось, что мы задумали. Игра очень понравилась всем присутствующим, и нам также игрокам. Были силовые приемы, много было таких напряженных моментов. Но игра удалась, замечательно поиграли. Спасибо мирнинской команде за то, что приехали. Игра была красивой и эмоциональной. Она не оставила никого равнодушным. Болельщики все 3 дня срывали голос, поддерживали игроков и радовались забитым шайбам. А игрокам, конечно, это придавало еще больше уверенность в своих силах. По итогам турнира все команды получили грамоты и медали, а победители соревнований получили заветные кубки. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгри любители активного отдыха вышли на мероприятие на свежем воздухе «Зимние забавы на реке Чульман». Репортаж Сергея Козюры. Бороду надо отогреть и все. А так нет, холода нет. 3 дня, несмотря на мороз, нерюнгринцы провели на реке, где прошло развлекательное мероприятие «Зимние забавы», включающие в себя катание на оленях, снегоходах, собачьих упряжках. Была также подготовлена трасса для картинга, горячий чай, ароматный плов и палатка для обогрева. Вы знаете, я тут узнал, такое прикольное мероприятие проходит. Этническое супер open-air тусовка «Зимние забавы». Со слов организаторов, это первый подобный проект, который уже получил отклик у горожан. И теперь все идет к тому, чтобы он стал регулярным. Какие впечатления? Здорово, я первый раз на природе, это клево. Как настроение ваше сегодня? Вообще,
Мероприятие получилось веселым и насыщенным прежде всего благодаря дружескому симбиозу оленеводов из МУП «Золотинка», группе «Туристы Нерингри» и команде экстремалов «Сахаслед». И, как говорится, ждем продолжения, ведь вслед за зимними придут весенние забавы. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерингри. Таковы были итоги дня. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий не только в республике, но и за ее пределами. Оставайтесь на канале Якутия-24, будьте всегда в курсе.